3 человека, члены одной семьи, погибли в результате утечки газа в одном из частных домов Алматы. Трагедия произошла в ночь с 5 на 6 января. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования и самовольное подключение. Сразу после происшествия в городе решили провести масштабную проверку жилых строений. В рейд вместе со спасателями выехала и Садья Матынова. Далее в жилом помещении установлена газовая грелка. Это видео сотрудники ДЧС сняли в том самом доме, где жили 3 погибших. Все они отравились природным газом. По словам специалистов, утечка голубого топлива произошла из-за грубого нарушения правил эксплуатации печи. Напольный котел, как выяснилось, был установлен незаконно, а еще отсутствовал фиксирующий крепеж гофрированного дымохода. В ходе детального осмотра было установлено, что произошла разгерметизация дымохода от самого газового котла, вследствие чего продукты горения от газового котла проникали в жилое помещение и получили отравление. Установлено, что 2 погибшим было 61 год и 60 лет, третьему всего 23 года. И они члены одной семьи. Сразу после трагедии по всей местности были проведены масштабные проверки. Всего в Турксибском районе насчитывается около 25 тысяч домов. Из них свыше 1000 на твердом топливе. Плановые ревизии сотрудники ДЧС проводят еще с осени. В ходе очередной проверки специалисты выявили множество нарушений. Имеются случаи, когда население пользуется с неисправным печным отоплением. Это на воздуховодах, на дымоходах имеются трещины, дверцы не закрываются плотно, отсутствует притопочный лист, железный должен быть. И также не очищают от сажи дымоходы. В целях безопасности специалисты призывают владельцев домов пользоваться только исправными печами, регулярно очищать дымоходы и рекомендуют установить датчики угарного газа. Все эти меры предосторожности помогут спастись в случае чрезвычайного происшествия. Сами хозяева жилых построек признаются, что не всегда проверяют оборудование и следуют технике пожарной безопасности. Основными нарушениями, как отмечают сотрудники, является сушка белья возле печи. Также это очищение дымоходов, необходимо от печи постоянно. Ну и, конечно же, постоянные трещины, которые мы видим сегодня. Именно эти моменты приводят к возгоранию. Спасибо, что люди приходят, проверяют. Это очень важно, потому что случаи такие бывают. Даже вот года 2 назад одна семья, они вовремя, кто-то разбудил их, они уже угорали, и кто-то случайно к ним зашел. И что профилактика нужна, и чтобы люди соблюдали технику безопасности, думали о себе. Так нельзя безалаберно взяли, подключились и даже не подумали о мерах предосторожности. Это обязательно нужно. За полдня сотрудники департамента по ЧС обошли 10 улиц Турксибского района и посетили около 300 домов. Но это лишь часть масштабных проверок, которые продлятся до конца отопительного сезона.